Несмотря на то, что мы еще находимся в начале пути, у нас уже потихонечку переманивают специалистов, которых мы уже здесь обучили. Образование, особенно которое касается каких-то таких производственных специализаций, оно должно быть, значит, очень такое фундаментальное, очень полное. Для любого руководителя, да, очень важно, ну, в частности для меня, очень важна командная работа. Командность – это очень важно. Я люблю созидать. Вот, и я люблю видеть результат своего труда. Я вот цель поставил, я к ней иду. Я никогда не бросаю, не останавливаюсь на достигнутом, стараюсь идти дальше. При строительстве, в частности, фабрики, строительстве других производственных объектов на Воке применялись самые передовые технологии. Но технологии, они имеют свойство устаревать, меняется, что-то добавляется. Есть ли вообще необходимость в замене оборудования здесь? Или какой-то там, не знаю, корректировки, дополнительной установки, чего-либо для того, чтобы соответствовать мировому уровню производства? На самом деле оборудование, которое здесь представлено, это классика жанра. То есть флотационная схема, есть там измельчение, дробление, сгущение. То, что касательно оборудования, то оборудование, которое мы используем, на момент, значит, отработки карьером у нас с этим не было проблем. В перспективе мы планируем дополнительно произвести изменения, значит, там, в структуре сгущения хвостов, перехода с керамических, значит, фильтров на пресс-фильтры. Вот. Возможно, что будет еще какое-то оборудование небольшое, но еще раз говорю, для того, чтобы мы могли приблизиться к нашим проектным показателям и по извлечению, и по качеству меди. Ну, здесь наши лучшие работники. Ну, а здесь я хочу сказать, что это сердце фабрики, это наша операторская, где у нас круглосуточно находятся операторы. Вот, и мы видим полностью все процессы, которые у нас происходят с момента подачи руды и до хвостохранилища. Вот. Сейчас мы видим все зеленым цветом, это значит, все работает стабильно, нормально. Не мне об этом говорить, наверное, со стороны, но то, что вот мы слышим, и то, что говорят о нашем предприятии, действительно, то, что является определенной визитной карточкой. Особенно на юге Кыргызстана. Это первое предприятие, которое было запущено после развала Советского Союза. Это первое горнорудное предприятие. Это, конечно, это очень важно. Впервые запуском БЗМЧК была создана медная промышленность страны. То есть во многих вещах мы везде первые. Сложность еще была в том, что мы первые запускались, соответственно, у нас было гораздо сложнее все. Другие предприятия, которые здесь в Кыргызстане запускались после нас, им уже было проще. Нужно было все новое менять полностью, там различные положения, указы, там постановления. Вы говорили, что это должен быть образцовым рудником. Что самое главное было именно на начальном этапе строительства? Что для вас было прям принципиально важным? На что вы обращали особое внимание? Ну, особое внимание для нас, для всех, это является вопрос соблюдения правил техники безопасности, экологической безопасности. Работа в подземном руднике – это гораздо сложнее, чем работа на карьере. Поэтому здесь дополнительно еще есть определенные требования, которые нужно соблюдать и выполнять. Здесь нужно быть более внимательным. Вот. Здесь больше техники, здесь замкнутое пространство. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратным при выполнении работ, при движении, перемещении и так далее. Можно ли сказать, что уже, в принципе, осуществлено то, что планировали на начальном этапе? Так как хотели, все пошло?
К сожалению, нет. Есть определенные у нас проблемы, но, в принципе, в производстве не бывает без проблем. Вот. Мы справляемся. Сейчас идет становление команды именно по эксплуатации подземного рудника. Это и в части и системы отработки. Мы привлекаем сейчас специалистов из дальнего зарубежья, вот, которые приезжали сюда, тоже дали свою оценку работе наших специалистов, дали свои рекомендации, которым мы следуем на сегодняшний этап. И думаем, совместно мы все-таки придем к единому правильному решению. Самое сложное – это переходный период. Вот, именно переход с открытого на подземный. И вот мы сейчас находимся как раз в этом сложном периоде. В чем сложность? В плане персонала или это технические какие-то нюансы? Но нельзя сказать, что что-то одно. Здесь совокупность определенных моментов, на которые нужно обращать внимание. Это, опять же, начиная с подбора специалистов. Здесь должны быть высококвалифицированные специалисты, потому что люди, которые работают на транспорте, на карьере, и люди, которые работают в замкнутом пространстве, в подземке, это совсем разные коммуникации. Для этого у нас и был построен специальный, значит, полигон, который полностью отобразил в миниатюре нашу подземку, и чтобы, значит, специалисты, наши ребята, которые обучались, они были приближены вот именно к подземным условиям труда. Бузунчак один из первых, кто именно переходит, да, получается, с открытых работ на подземные работы. И столкнулся с определенной нехваткой специалистов. Да? Не боитесь, что другие, кто будет переходить, уже придут как бы на готово, и специалисты смогут просто уже быть подготовленными и перейти работать на другие предприятия? К сожалению, мы уже сейчас на себе это уже ощущаем. Несмотря на то, что мы находимся в начале пути, у нас уже потихонечку переманивают специалистов, которых мы уже здесь обучили. На самом деле все и говорят, что если специалист с Бузумчака независимо, да, это работник карьера, либо механик, либо обогатитель, либо рабочий специалист, да, с удовольствием забирают на другие предприятия. К сожалению. Я слышала, что ваш сын успел поработать в шахте. Вы не боялись за него? Ну, как я могу за него бояться? Конечно, были какие-то, может быть, там переживания, но он сам выбрал эту профессию. Он сам несколько раз был на Бузумчаке, единственное, в тот момент, когда он приезжал. Тогда мы занимались открытым способом. Вот. Он принял решение стать горняком. Он закончил 2 университета. Питерский горный университет и Кыргызский горный университет. После этого он проходил неоднократно практику на ВЦМ, и после этого он отработал на электрическом руднике больше года. Вот, и впоследствии он уже сейчас вот перешел на другое место работы в планово-экономический отдел в Каменногорске, также на ВЦМ. О вас можно найти какую-то информацию в интернете. Вот. Мы нашли вашу диссертационную работу. Я ее зачитаю, потому что мне сложно выговорить. Совершенствование, управление и инновационное развитие горнорудной промышленности Кыргызстана на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Как прошла тогда ваша защита и какое сегодня у вас ученое звание? На сегодняшний день я также являюсь кандидатом экономических наук. Кандидатская работа была написана буквально за где-то 2,5-3 года. Была подготовлена, соответственно, собраны определенные статьи, участие в различных конференциях. И произошла сперва предзащита, потом защита. А то, что касается защиты, защита прошла очень хорошо. И на тот момент я просто хорошо помню выступление экс-премьер-министра Кыргызстана, который сказал, что ваша работа на самом деле кандидатская. Она говорит, не как кандидатская, но больше как докторская. Говорит. То есть, по большому счету, вы показали реализацию проекта. Если кандидатская подразумевает собой, просто ваши действия, что вы собираетесь сделать, то здесь уже фактически уже был проект, который уже был запущен. И на тот момент уже являлся флагманом горнорудной промышленности Кыргызстана. То, что касается сегодняшнего дня, я пишу докторскую диссертацию. Ну и если, конечно, получится, потому что уже долгое время, то на следующий год я уже планирую пойти на защиту докторской. А что вас толкает к написанию научных статей?
Вот, например, в одной из статей, я, к сожалению, не помню название, может быть, вы вспомните и подскажете название, вы сравниваете опыт Кыргызстана с Монголией. Почему это именно Монголия, например, не Казахстан? И как вы вообще выбираете темы для своих статей? И самый главный у меня вопрос, где вы находите для этого время? Чтобы писать? Думать, анализировать и писать. Во время международной научно-практической конференции, не помню какой, которая проходила в Кыргызстане, значит, как раз я презентовал, значит, свою статью. Это вот именно за основу был взят опыт Монголии. На ваш вопрос, почему Монголия, объясню. Потому что до 2000 года примерно горнорудная промышленность и экономика Кыргызстана и Монголии была примерно одинакова. И в то время народные избранники, депутаты, они часто сравнивали Кыргызстан с Монголией. Вот в Монголии вот такие-то изменения, вот это происходит. И поэтому я хотел показать в этой статье как раз вот это сравнение, что было и как, вот, допустим, Монголия шагнула вперед, и что нам ни в коем случае нельзя отставать, нам также нужно двигаться. Поэтому за основу именно была взята Монголия, которую я у себя в научной статье, значит, и написал, сравнение сделал. Вот. Ну, а то, что касается свободного времени, ну, я стараюсь находить свободное время. Если, конечно, есть свободное время, я стараюсь его проводить с близкими мне людьми. К сожалению, очень мало на это у меня времени. Как говорят мои дети, у нас, говорит, нас не 3 детей, нас 4. 4-м, говорит, ребенком у папы является Бузымчак, и почему-то он его больше любит, он больше внимания, говорит, ему уделяет. Вы неоднократно говорили, призывали всех руководителей быть личным примером в вопросах соблюдения. Когда вы приезжаете на ГОКи, вот как вы показываете эти примеры в части соблюдения правил безопасного поведения на территории? На самом деле я ничего не делаю какое-то сверхъестественного. Я делаю то, что считаю нужным. Вот. Во-первых, элементарное соблюдение, оно должно быть не только показушным, не только, допустим, на предприятии, оно должно быть непосредственно и в жизни. То есть примером нужно быть для своих подчиненных, также для своих членов семьи, для своих близких, для своего окружения. Вот. Я вот все время даже элементарный пример говорю, вот в части даже пристегивания, независимо от того, на переднем ты сидишь, либо ты на заднем, ты обязательно должен быть пристегнут. И как-то со временем люди к этому привыкают. А здесь у нас жесткие требования, которые необходимо соблюдать. И я очень рад, что наши люди, наши сотрудники, они все это правильно воспринимают и выполняют. А каким образом происходит именно ваше сотрудничество с руководителями других предприятий группы Казминералс? Мы все сотрудничаем, мы все общаемся. Может быть, не так, как хотелось бы чаще. Вот, потому что, понятно, что у каждого есть своя работа, но то, что касается общих, групповых, мы всегда встречаемся, либо проводим различные ВКСы вот, на ту или иную тему. Добрый вечер. Сейчас. Давайте продолжим тему образования. Да? Расскажите о своем отношении к образованию. Дело в том, что мне кажется, что сегодня большинство, особенно молодых людей, предпочитают какие-то краткосрочные программы обучения, чем что-то такое фундаментальное. Как вам кажется, можно ли стать хорошим профессионалом в нашей отрасли, я имею в виду в горнодобывающей, да, без прочного такого фундамента, без прочного высшего образования? Ну, я всегда говорил и говорю, что я являюсь сторонником, да, вот именно советской школы образования, которая была, это вот именно специалитет, то есть полное, там, 5-6 лет. И вот мне сейчас нравится то, что сейчас вот в некоторых университетах России, значит, да, до сих пор применяют программу специалитета. Потому что, чтобы получить высококлассные, значит, профессиональные навыки, соответственно, нужно учить такие фундаментальные знания. А фундаментальные знания в области, там, не знаю, там, горной, нефтяной, там, геологоразведочной, там, за год-два физически невозможно там, приобрести. Поэтому я считаю, что образование, особенно которое касается каких-то таких производственных специализаций, оно должно быть, значит, очень такое фундаментальное,
очень полные. А то, что касается краткосрочных курсов, конечно, они нужны. Это для повышения квалификации, это постоянно, потому что мир на месте не стоит, мир развивается, соответственно, что-то новое появляется, новые технологии, нужно проходить, нужно учиться, нужно постоянно учиться. То, что касается моей вот учебы, почему я это делаю, возможно, из-за того, что каких-то определенных знаний мне не хватает, потому что я для себя сколько раз вот брал и продолжаю брать какие-то спецкурсы по вот именно там какому-то определенному направлению, появляется что-то новое, и поэтому если возглавляешь компанию, крупную международную компанию, то что нужно идти в ногу со временем, то что нужно также развиваться. Сейчас у нас, конечно, очень модно и популярно стал искусственный интеллект. За этим я считаю, что это определенное будущее, поэтому как можно сейчас больше будет надо изучить и, конечно, уже внедрять уже непосредственно на производстве, чем уже многие у нас занимаются на некоторых площадках группы Казминералс. Мы сейчас находимся на хвостохранилище. Ильяс Валерьевич, я знаю, что есть какая-то история, связанная с расположением этого хвостохранилища именно в этом месте. Дело в том, что изначально, согласно проекту, хвостохранилище должно было располагаться в другом месте. Оно также должно было состоять из двух чаш, верхняя чаша и нижняя чаша. Но когда мы делали обсуждение с местными жителями, они к нам обратились, и аксакалы сказали, что раньше здесь, где вы как бы место для проектирования взяли, там располагаются родники. И они попросили пересмотреть вопрос о переносе как бы места хвостохранилища. Поэтому мы также обратились в проектный институт, и этот проектный институт сделал полностью перепроектирование, и вот перепроектировали вот в этом месте. Ильяс Валерьевич, а в чем уникальность этого места? Действительно, наверное, это определенная, и гордость наша. Подобного хвостохранилища нет не только в Кыргызстане, но и в странах СНГ. Дело в том, что данное хвостохранилище, оно является полусухим. Влажность хвостов составляет не более 14%, согласно проекту. Фактически это в районе 13%. Вот, в принципе, можно посмотреть. Видите, он сухой. Эта технология более затратна, но... Она более затратная и как при проектировании, так же и при строительстве, и также при эксплуатации. Но это прежде всего мы показываем, насколько наша компания, она настроена именно на экологические системы, экологические вопросы. Но вот я могу сказать одно, что данное хвостохранилище является полусухим, тем самым меньшее воздействие на окружающую среду. Была проделана колоссальная работа выстраивания взаимоотношений между бизнесом, между компанией, да, и местным населением. Поначалу, конечно, было недопонимание, но и нам приходилось все-таки доказывать своим примером о том, что мы обещаем, мы все это выполняем. И вот если посмотреть, что было там в 2011 году, и то, что происходит сейчас, это не просто небо и земля, да, это на самом деле очень большое расстояние, как от Земли до Луны, наверное, да. И не просто так же, вот премьер-министр, экс-премьер-министр Кыргызстана Шомарт Атабаев, он сказал, говорит, вы, говорит, показали пример другим компаниям, что можно и как нужно выстраивать отношения с местным населением. Даже здесь мы проводили конференцию, куда были приглашены представители, различных АЭЛ-КМТУ, местного населения и руководства различных городных компаний. А какие, на ваш взгляд, обязательные навыки для современного руководителя? Ну, знаете, мне кажется, это не для современного руководителя. Наверное, для любого руководителя эти навыки, они всегда были, есть и всегда будут. Просто будут дополняться какие-то новые, может быть. То есть, конечно же, во-первых, да, это лидерство. Это обязательно, человек должен быть лидером. Лидерские качества должны присутствовать у руководителя. Понятно, что любой руководитель должен заниматься четко планированием, четко заниматься должен контролем, мотивацией. Для любого руководителя, да, очень важно, в частности для меня, очень важна командная работа.
командность – это очень важно. Вот я, наверное, считаю, что одним из таких, наверное, моих крупных достижений это как раз является создание команды единомышленников. Тех людей, которые действительно лояльны компании, которые замотивированы. Да? Это, как правило, это большинство, конечно, это активисты, люди, которые заинтересованы в развитии компании. Часть времени нашей жизни мы проводим на работе. И поэтому необходимо, чтобы эта работа, она для людей была не нагрузку, а именно, чтобы люди с удовольствием приходили на работу, с удовольствием уходили с работы. А для этого должно быть что-то как бы меняться. Вот, допустим, буквально пару лет назад я предложил вообще сделать перезагрузку, потому что человек, который сидит на одном месте, вот работает, значит, да, это все приедается. Это, конечно, сказывается сразу там и на качество работы, на технику безопасности, то есть уже как бы человек чувствует себя более уверенно. То есть необходимо сделать какую-то встряску, нужно сделать какую-то перезагрузку. Вот этот проект «Перезагрузка» как раз и был поставлен на том, чтобы можно было перезагрузиться, чтобы люди опять вдохнули какой-то новый, свежий, какой-то там такой поток воздуха, да, и с новыми силами что-то другое делали. Это вопрос внутреннего перемещения, плюс какие-то дополнительные нагрузки в чем-либо. Потому что вот многих-то я также привлекаю там в части различных там проектов, как внутри компании, внутри группы, так и за ее пределами, опять же, в том же деловом совете. Те, кто заинтересованы в каком-то определенном росте, каких-то определенных новых знаниях, новых навыков, это вот хорошая как раз вот площадка для этого. Мы находимся сейчас на территории спальных корпусов. Здесь, вот, Ярослав, здесь все создано, забота о людях. Вот, как вы можете прокомментировать это, как это все вообще создавалось? И еще я вижу, что очень большое внимание уделяется озеленению. Еще, когда на стадии проектирования, когда только строились эти корпуса, мы тогда уже задумались о том, что необходимо создать какой-то оазис, какой-то микроклимат. Поэтому сразу мы продумали вопрос, чтобы заняться посадкой деревьев. Но дело в том, что здесь в горных условиях не понимаем, какие деревья могут прижиться, поэтому мы пробовали различные виды деревьев, как хвойных, так вот березы. Как вы видите, очень хорошо сюда вписались и березы, и хвойные. И очень хотелось бы, чтобы вот этот микроклимат и вот эта красота, чтобы эта зелень, она всегда ассоциировалась независимо от времени года. Потому что зимой, понятно, листвы нет, но хвойные деревни, они вечно зеленые, поэтому очень красиво здесь и зимой, и летом. Ну, летом вообще вот очень прекрасно, очень красиво. А вообще расскажите о работниках немного Базунчика, как вообще трудоустроиться на ГОК, какие сложности есть, какие специальности требуются в основном? Ну, на самом деле сложностей никаких нет. Мы заинтересованы максимально принимать на работу местных жителей. Если мы не сможем набрать таких специалистов здесь, то, соответственно, мы уже смотрим в районе, потом дальше со стороны области, и потом дальше уже по всей стране. То есть любой желающий, который имеет те или иные навыки, те или иные специальности, специалист в своем деле, профессионал, мы принимаем на работу. Здесь четко работает у нас HR, вот, он проводит полностью работу с местными органами, ИЛАКМАТу, которые дают своих кандидатов, поэтому уже наши специалисты уже, значит, работают с ребятами, и потом уже после прохождения всех необходимых требований принимаются на работу. Базунчак является такой, я не знаю, флагманом, что ли, передовым в плане корпоративной культуры, потому что, насколько я знаю, да, корпоративные ценности начались с внедрения, да, именно на Базунчике. У компании есть свой гимн, создаются различные ролики, и работники, ГОКа, офиса, они достаточно креативны, но вы сами тоже очень креативны. Как удалось создать такую вот сильную корпоративную культуру? На самом деле я не знаю, как так получилось. Наши ребята очень вовлечены во все процессы, очень креативно подходят к многим вопросам. Это в части касательно и создания гимна, потому что хотелось бы, чтобы люди чувствовали себя большой такой семьей. И здесь, чтобы у нас был и свой гимн. Когда я предложил, все откликнулись на это. Значит, каждому была такая возможность написать слова, музыку. Поэтому мы дали большой, можно сказать, зов
чтобы может любой сотрудник принять участие в написании гимна. Вот. Ну, для этого мы тоже посмотрели все предложения, которые были, их было очень много. Значит, потом мы привлекли профессионалов. Профессионалы приехали сюда, потому что они поначалу готовы были сразу все написать. Я говорю, нет, надо приехать, окунуться в эту среду, прочувствовать вот дух Базымчака, чтобы прочувствовать, вот, как себя чувствует простой рабочий, вот, находясь здесь. И после этого, значит, да, мы подошли к написанию музыки. Написали музыку, наложили ее и сделали уже клип. Какие традиции и обычаи есть у Базымчака? Ну, традиционно мы отмечаем профессиональные праздники. День металлурга каждый год проводится, значит, этот праздник. Он как раз заканчивается у нас спартакиада. И на День металлурга мы проводим, значит, концерт, награждение людей. С прошлого года мы также стали отмечать День шахтера, вот, потому что мы вошли в отработку подземным способом. А как вы относитесь к социальным сетям? Вот у вас на Фейсбуке написана такая цитата: «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Прокомментируете? Ну, это не моя цитата, это цитата Фридриха Ницше. Вот. Ну, действительно, потому что если человек что-то добивается, что-то делает, и у него это не получается, и бросает, то это будет нулевой результат. А если люди проходят через определенные испытания, через получение каких-то определенных дополнительных навыков, вот, через какие-то определенные трудности, он становится сильнее. Он становится сильнее как личность, как руководитель. Вот, возвращаясь к вопросу, то, что вы говорили в отношении там, лидерских качеств, какие, допустим, должны быть руководителя. Также вот я хочу сказать, что очень важно это вопрос ответственности. Ответственность за себя, ответственность за тех людей, которые находятся рядом с тобой. Если это на работе, то это твой коллектив, твои сотрудники. Если это домашние, то это ответственность за твою семью, жену, детей, родителей. Поэтому эта фраза, которая есть, действительно для меня, я считаю, что она такая как бы похожа на мой характер. Это вот то, что вот благодаря каким-то определенным трудностям я становлюсь сильнее. Нужно ли вести современному руководителю свою страницу в социальных сетях, как вы думаете? Я не могу сказать за всех, скажу за себя. Вот. Я, конечно, не частый пользователь соцсетей. Вот. Я стараюсь по мере возможности использовать их. Вот. Какие-то интересные моменты я и для себя, и конспектирую. Там, если я считаю, что это интересно с кем-то поделиться, то я делюсь внутри. Это тоже какая-то определенная перезагрузка, это тоже какая-то, вот, может быть, когда есть свободное время, ты можешь передохнуть, ознакомиться, потому что нужно все равно читать, понимать, что не нужно жить только чем-то одним, нужно развиваться, а если развиваться, то во всех направлениях. Мы подошли в цех нашей готовой продукции. Здесь конечный финальный продукт нашего производства. Это концентрат с влажностью не более 12%, который в дальнейшем мы уже экспортируем на Балхаш, на медзавод. Как осуществляется транспортировка отсюда? Транспортировка с Базымчака осуществляется до перевалочной базы Шамалдасай автотранспортом с сопровождением службы безопасности. Это порядка где-то 200 километров. И в дальнейшем уже в Шамалдасае складируется на складах. После этого делается финальное опробование товара. Вот, и загружается в железнодорожные вагоны. И дальше по железной дороге через Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан прибывает на Балхаш, на медный завод. Это готовая продукция, полностью уже опломбированная. Вот. Можно там полностью увидеть вот они, все эти пломбы. Вот уже готовая продукция, та, которая готова к транспортировке и вывозу с Базымчака. Илья Васильевич, вопрос питания, он остается и был, и всегда базовым, да? А как организовано питание здесь?
Я считаю, что люди, приезжая из дома в горных условиях, должны очень калорийно питаться совместно с институтом питания. Мы разработали меню, чтобы оно было разнообразным, чтобы людям нравилась еда. Я знаю, что в некоторых компаниях, на некоторых предприятиях это отдано на аутсорсинг. Как здесь? Я противник аутсорсинга, потому что когда я пришел сюда в 2011 году, здесь тоже было все в аутсорсе. Там просто невозможно было кушать. Но, насколько я знаю, гости, которые приезжают к нам, они все остаются очень довольны тем разнообразием блюд, которые у нас есть. Продукты покупаете в основном у местных поставщиков? Да, совершенно верно. Мы сразу же изначально заключили договора с местными Айлук-Мутул. При этом компании, которые работают, это местные компании, в которых мы покупаем практически все. И мясомолочную продукцию, и различные фрукты, овощи, и другие продукты. Нет ли такого, что вам готовят что-то специально к вашему приезду? Нет, мы все кушаем с одного котла. Вот, то, что готовят наши повара, то мы едим. Что для вас является источником силы и мотивации для новых проектов, шагов, не только в работе, да, но и в целом в жизни? Знаете, я по натуре вообще созидатель. Я люблю созидать. И я люблю видеть результат своего труда. И когда я вижу результат, я прям сильно заряжаюсь. Я понятно, что я ставлю себе определенные цели, я нацелен на этот результат, я иду к этому результату. Не всегда получается с первой попытки, бывает со второй, третьей. Я цель поставил, я к ней иду. Я никогда не бросаю, не останавливаюсь на достигнутом, стараюсь идти дальше. И когда я добиваюсь этого результата, знаете, я получаю такое моральное удовлетворение во всем этом. А у вас много друзей? Много друзей не бывает. Есть приятели, есть партнеры, есть знакомые. Друзей может быть 2-3 человека. У кого-то может быть больше, у кого-то меньше. Но к сожалению, на сегодняшний момент близких людей, которые у меня были, к сожалению, их нет рядом со мной сейчас. И в этой связи, конечно, очень сложно. Более 22 лет находясь в Кыргызстане, я приобрел новых друзей, с которыми по сей день мы стараемся находить свободное время, увидеться, посидеть, пообщаться. К сожалению, это редко бывает. Иногда бывает раз в месяц, один раз в 2 месяца. Но мы скучаем друг по другу, и, конечно, когда есть возможность увидеться, мы, конечно, делимся очень новым, что произошло, как и внутри наших семей. Как по работе, немножко говорим о политике, и ни о чем, и любим пошутить, любим немножко отдохнуть. Какие у вас есть хобби, увлечения? И вообще, как вы относитесь к здоровому образу жизни? Мне неоднократно задавали вопрос по поводу моего хобби. В детстве у меня было хобби, я коллекционировал значки, то есть у меня основная тематика это была геральдика. Уже, скажем так, в зрелом взрослом возрасте на сегодняшний момент такого хобби у меня нет. То, что касается здорового образа жизни, я только за. Я считаю, что каждый человек должен заниматься своим здоровьем. То, что касается офисных сотрудников, это вдвойне. Потому что большую часть времени мы сидим, поэтому нужно больше двигаться. Как вы знаете, мы запустили такой проект у себя в компании «Казмир Бузымчак». Ежедневно в 11 часов, независимо от времени года, мы проводим зарядку, кто во дворе, кто на рабочем месте. То есть любой желающий может присоединиться. А для себя утром я... После небольшой пробежки, после принятия душа, я обливаюсь холодной водой утром и вечером. То есть стараюсь тоже поддерживать. Без фанатизма. Я не хожу в зал, не занимаюсь железяками. Немножко, может быть, подкачать пресс, на турничок, гантельки небольшие.
Вот, и беговая. Если честно, времени для занятия спорта практически нет. Вот, да, люблю футбол, люблю хоккей. Вот, играл раньше и в хоккей. Здесь вот мы играли сколько раз в этом поле. Вот, мы стараемся создавать все условия для наших сотрудников, для занятий спорта. Вот, если вы здесь видите, здесь хорошая футбольная площадка, волейбольная площадка, вот, тренажерные полностью у нас. Здесь тренажеры находятся и уличные, есть тренажеры, которые находятся у нас внутри. Там находятся у нас и теннисные, и бильярдные столы. То есть любой желающий может заниматься спортом в свободное от работы время, потому что здоровье – это очень важно. Это является тоже одним из наших главных таких приоритетов. В целом, я думаю, что вот это ваше отношение к спорту, к здоровому образу жизни, оно передается и на Базумчике, потому что, ну, во-первых, там созданы все условия для того, чтобы занимались спортом. Ну и еще самое главное то, что наша команда становится уже в 3 раза подряд, да, 2 раза подряд из 3, да, или там с каких-то из 4, ну, даст Бог, будет и 3-й раз, что становится лучшей. Мне кажется, это тоже благодаря тому, что ваше отношение и к спорту, и к здоровому образу жизни именно вот такое. Ну, в моем понимании, это большая поддержка, конечно, и Олега Николаевича. То есть, в принципе, все проекты, все предложения, которые были там озвучены мной ему в части досуга, развития, он всегда поддерживает. И поэтому я считаю, что каждый сотрудник, особенно те, кто находится на вахте, приезжая на вахту, они должны хорошо работать. Соответственно, если они хорошо работают, они должны хорошо питаться. Они, соответственно, должны отдыхать, то есть у них должен быть нормальный досуг. Поэтому я считаю, что необходимо создавать все условия для занятия спортом, заниматься здоровым образом жизни, потому что у нас все условия для этого есть. У нас есть и беговые дорожки, и всякие тренажерные залы у нас, и теннис, и бильярд, и футбольные, и волейбольные поля, и шахматы, там различные, там гиревой вид спорта. Вот. И, конечно же, пользуясь случаем, я хочу сказать большое спасибо нашим сотрудникам, вот, нашим ребятам, которые, вот, знаете, вот так вот в хорошем смысле замотивированы на успех, когда вот первый раз мы выиграли, и они поняли о том, что действительно можно выиграть, значит, да, они мне сказали: Олег, на следующий год мы тоже заберем кубок. Вот. И действительно, то, что они сказали, они сделали. У нас есть и открытые площадки, также и в помещении, потому что должны быть созданы все условия, чтобы люди могли заниматься и летом, и осенью, и весной, и зимой. Вот. Поэтому стараемся больше с таких площадок, пространств делать. Значит, на самом деле вы здесь видите, да, какой здесь свежий воздух. Здесь даже просто гуляешь, как бы, да, заряжаешься хорошей такой энергией. А что компания делает для местного населения? И когда мы посещали некоторые социальные объекты, то мы видели, что на табличках указано ваше имя. С чем это связано? Я хорошо помню этот день, когда я приехал и встретился с местным населением. Человек 300, наверное, было. Вот. И я выступил и рассказал, кто мы, кто я такой, что будут созданы рабочие места, будут оплачиваться налоги. Ну, конечно, кто-то скептически к этому отнесся, кто-то выступал и говорил, знаете, говорит, да и до тебя здесь приезжали и говорили, и обещали, никто ничего не будет как бы делать. Я говорю, давайте договоримся так. Если я обещаю, я выполняю. Если я говорю нет, то я не выполняю. Поэтому давайте будем сразу как бы там вот друг другу доверять. И чтобы вы могли все это перепроверить, для этого будет у нас создана своя газета, в которой будет полностью описано то, что мы делаем.
И везде мы будем фиксировать. Мы обещали сделать ремонт школы, мы показываем, что мы ее сделали. Мы обещали построить какой-то объект, мы его сделали. Вот, пожалуйста. Мы обещали там сделать ремонты, поликлиники, больницы. Я хочу сказать, что на сегодняшний момент нет ни одного объекта, что в Коксиреке, что в Кокташе, которые мы на сегодняшний момент не построили или не отремонтировали. Забыл еще сказать, что когда я встречался с местным населением, я предложил, чтобы не на словах все оставалось, а давайте все проблемные вопросы, которые есть у Айлакмуту, какие есть проблемы у компании, мы все положим на бумагу и заключим меморандум. Мы заключили меморандум, в котором четко прописывали, значит, да, какие обязательства на себя берет компания, какие обязательства на себя берет местное население. А от местного населения мы многого не просили. Мы, главное, просили, чтобы не было каких-то противоправных действий в отношении наших сотрудников, нашей компании. Вот. А с нашей стороны мы прописывали полностью, что мы планируем, значит, сделать каждый год. И вот на протяжении уже сколько? 13 лет ежегодно мы подписываем меморандум. А в Коксиреке, по-моему, или в Кокташе живет мальчик, которого назвали именно в честь вас. Можете рассказать об этой истории? Да. Я хотел посмотреть объекты, которые находятся в Коксиреке. И я зашел в поликлинику, и да, рядом посмотрел, там, значит, родильный кабинет. Но на самом деле, да, это не родильный кабинет был, это ужасные были условия, страшная антисанитария. И я предложил обязательства вот именно в ремонте и поставке оборудования вот именно родильного, значит, кабинета. Вот. И мы полностью сделали родильное отделение, сделали хороший капитальный ремонт, вот, палаты, чтобы роженицы, находившиеся там, значит, до рождения, там, после рождения, да, чувствовали себя комфортно. И потом мне сказали, что вот первый мальчик, который родился, после того, как мы сдали этот роддом, вот, мать с отцом решили назвать его Ильясом. Он в прошлом году пошел в школу, он вместе со своими старшими сестрами приехал сюда, и вот на день рождения, вот, когда он пошел в 1 класс, подарил ему велосипед, он даже здесь прокатился. Ну, то, что касается мечты, ну, понятно, что основное, конечно, это хотелось бы, чтобы был мир на земле, вот, чтобы была определенная гармония в семье, чтобы наша компания стала лучше, стала первой вообще не только, допустим, в Кыргызстане, там, но и за пределами Кыргызстана. Вот. Но для себя, ну, может быть, какая-то, может быть, такая мечта, это прыгнуть с парашюта. Вот. В принципе, я не боюсь прыгнуть. Для меня Базымчак — это вот, знаете, как мое детище. Оно для меня вообще не безразлично. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы это предприятие только процветало. Хочу, чтобы была хорошая такая, знаете, дружеская атмосфера внутри компании, чтобы не просто люди приходили на работу для того, что нужно приходить на работу. Чтобы такая, знаете, была удовлетворенность в работе.